В российских медиа все чаще появляются вопросы касательно улучшения отношений Казахстана и Евросоюза. В этом видят заслугу представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Там считают, что инвестиции ЕС могут отвернуть Казахстан от России. Особенно выделяют обещание главы дипломатии о том, что Евросоюз возместит сопутствующий ущерб от антироссийских санкций третьим странам. К этому прибавляют заверения об увеличении инвестиций и укреплении экономических связей между Казахстаном и странами ЕС. По мнению российских журналистов, такой подход – попытка втянуть республику в антироссийскую коалицию Запада. Это попытка подкупа дружественной нам страны. Но Казахстан демонстрирует свою приверженность решениям международных организаций и будет продолжать это делать только, чтобы не поссориться с Западом и не попасть под их санкции, заявил эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии Александр Князев. Он считает, что Казахстан в отношении с Евросоюзом ищет возможности заработать. Российский политолог уверен, что у республики объективно только два ориентира – Россия и Китай. Основной рынок казахстанской нефти – это, конечно, Европа. Но рынок можно поменять. При реалистичном руководстве Казахстана, которое, например, сегодня стоит у руля, страна будет находиться в колоссальной зависимости от России и Китая, сказал он. Более того, политолог убежден, что все обещания главы дипломатии Жозепа Борреля – просто пиар Евросоюза. Отметим, что в начале ноября 2022 года СМИ РФ обсуждали визит министра иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналены Бербок в Астану. Тогда она поприветствовала усилия Казахстана по дистанцированию от России. Это и вызывало возмущение российской общественности. Тем временем, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал об идее строительства транспортных коридоров между странами ЕС и Центральной Азией, чтобы обойти Россию.